Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Вы запутались. Вот что вам вообще как-то дальше делать или как выйти из этой путаницы жизни? Многие люди сейчас путаются, не знают, что им, куда им. И, конечно же, нужно послушать совет Таро. Я взяла для этого замечательную колоду «Мечты Гаи». Это очень хорошая колода, она очень яркая, симпатичная, такая прям интересная. И каждый у нас расклад из 4 позиций будет на 3 карты. Мне кажется, это оптимальный вариант, чтобы получить советы. А вот куда вам дальше? Что вообще делать-то? Вот как может определиться в своей жизни? Найти путь сердца. Первая карта расклада будет показывать суть. Ну вот, что вы, кто вы, где вы сейчас, в каком аркане живете. Вторая карта – это ваша душа. А третья карта – вот это сам совет, который объединяет ваш разум, текущую жизненную позицию и вашу душу. Очень простой расклад, и все гениальное просто в этом мире. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю также на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. Мы с вами обязательно поработаем. Так, вот наши позиции. Я их решила украсить картами влюбленные, разными видами влюбленных. Вот первые влюбленные вот так вот выглядит. Ну что у нас? Должна быть какая-то креативность на канале, да? Вторая карта влюбленная вот так выглядит, не цветная, такая интересная. Третья будет вот такая, с непонятными такими яркими красками, кислотными. И четвертая — это наша семейка Адамс. Самая яркая интерпретация влюбленных, какую я только знаю. Ну, почему? Потому что это самый большой пример любви по сердцу, да? Недавно смотрела как раз мультик «Семейка Адамс» новый, который вышел. Потрясающий. Мы так с мужем смеялись. Это так было здорово вообще смотреть этот мультик. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем. Ну вот куда вам дальше? Куда? Что вам нужно будет сейчас в жизни делать? Позиция номер 1. Давайте посмотрим. В настоящем времени, да, наша карта влюбленная. В настоящем времени, кто вы, в каком аркане живете, почему вы там оказались. Так, ну вы у нас семерка воды, да? Вы живете в семерке воды. Это ваша разумная часть. То есть не часть души, а разумная часть. По сути, она показывает девушку, которая отдалась потоку жизни, да. И если вы потоку жизни не отдались, значит, вы сейчас... Ну, а почему вы запутались иначе, да? Вы бы не запутались, если бы отдались потоку. Значит, сейчас вы очень хотите в своей жизни все проконтролировать. По сути, вы, скорее всего, сделали все, что могли. Вот давайте с этого начнем. Вы сделали вообще все, что могли. С любовью, радостью в душе. Вот предприняли все действия, которые только от вас требовались и были возможны. В прошлое вы не вернетесь, но вы полны были ожиданиями, правда? То есть, когда вы что бы то ни было делали, вы хотели получить какой-то результат. Почему вы сейчас запутались? Потому что, скорее всего, вот, либо ждете до сих пор результат от своей какой-то деятельности, вложения энергии, либо вы его не получили, либо получили не такой, как он должен был, как вам кажется, должен был там быть. И получается так, что вы очень хотите все контролировать вокруг себя на сегодняшний день, а это невозможно. Ну вот давайте представим, семерочка наша. Если сейчас на улице пойдет снег, как вы это проконтролируете? Ну как? Вы его выключите? Вызовите кого? Вертолет, раздувающий тучи? Что вы сделаете? Если вы что-то делали, от вас зависящее, и максимально вложились и сделали, ну, по сути,
все от вас зависящее для того, чтобы получилось так, как вы хотите, да, в жизни. И вы ждете результата, но вы не учли, получается, не проконтролировали и не могли проконтролировать погодные условия, форс-мажорные обстоятельства, действия других людей. Правильно же? И получается, что вот это желание все контролировать несколько ошибочное. Потому что будет так, как будет, и никак иначе. Правильно? Вы максимально сделали. Молодец. Молодец. Я сделал все, что мог, или все, что могла. Даже если вам кажется, что вы сделали не все, что могли, и не все, как хотели, это не так. Потому что Бог сколько вам позволил сделать, столько вы и сделали. И уже не обвинять себя вы не можете, не контролировать эти процессы. Все, точка. Вы можете только отправиться к следующей вашей задаче, потому что та задача, которая у вас была на сегодняшний день, скорее всего, выполнена, раз вы заскучали и запутались. И, по сути, вам нужно идти к следующей задаче или к следующей подцели, да? Все. И вам не надо, вам надо отдаться потоку, вам нужно понять, что вы отдаете на волю высших сил все то, что у вас сейчас происходит в жизни. Ну, давайте посмотрим теперь вашу душу. А душа-то что там у вас? Как себя чувствует? Как она собирается жить дальше? Что она хочет? И наша объединяющая карта. То есть нам нужно будет разум и душу объединить. Сразу же достаем и ее. Ой, как интересно у вас выпало. У вас выпало, значит, смотрите, карта интуиция – это ваша душа. Закономерно, да, интуиция и душа. Ну, правильно. И объединяют вот эти карты две ребенок. То есть мы здесь с вами понимаем, что ваша душа и интуиция, это одно и то же, это у любого человека, да. То есть он, когда интуицию включает, это и есть голос его души, правильно? И вот ваша душа сейчас на самом деле очень восприимчива ко всему окружающему миру и пытается передать вам информацию о вашей жизни и о том, что нужно жить в потоке, нужно отдаться потоку, который Вселенная, так скажем, движет в вашу сторону, и как этот поток вас достигнет и смоет, вы поплывете, да, у вас семерка воды, вы поплывете в потоке. И душа желает, чтобы вы плыли именно в потоке. Она не хочет, чтобы вы что-то контролировали. Она хочет, чтобы вы шли на основе интуиции. Почувствуйте, она говорит, почувствуйте то, что на самом деле нужно отдаться Вселенной, нужно плыть по течению сейчас. Вы максимально будете и дальше делать то, что вы можете. Нельзя не делать то, что вы можете. Нельзя просто бездействовать, это правда. У вас есть какие-то дела, и вот когда вы живете, да, вам не нужно думать о результате этих дел никогда. Вам нужно думать о процессе. То есть вы делаете свое дело. Продолжайте его делать. Каждый день, каждый час, каждую минуту вы делаете свое дело, и не более того. И этот процесс прекрасен. Результат – это вообще что-то мгновенное, правда? Вот, допустим, представьте, что вы ждете дня рождения. Какие будут подарки, какое будет празднество, что будет на столе. Это все приготовление, правда же? А гости какие придут. Это все приготовление, вы в ожидании. И тут день рождения наступает. И вот этот день прошел мгновенно. Он проходит очень быстро. Вы полны каких-то впечатлений. Но разве все то, что вы готовили, разве все то, что вы ожидали от этого дня, соответствовало тому, как он прошел? Кто-то бывает на дне рождения поругается, кто-то уронит торт, кто-то, все замечательно, да? Но все-таки само предвкушение, казалось бы, было, может быть, и лучше этого дня. И более того, потом опять вспоминать начинаешь, опять живешь в какой-то некой иллюзии. А сам процесс вот этого дня, результата, да, это же был результат вашего сначала ожидания, а потом вы довольствуетесь результатом, правильно? Он был, возможно, чуть-чуть иным. И все то же самое с вашими ежедневными целями, задачами, делами.
Вот вам и нужно быть как непосредственный ребенок, который каждый день воспринимает как некий сюрприз. Ой, что еще сегодня будет? С открытой душой, сердцем. И если произошло что-то плохое, ребенок это тоже принимает таким, какое оно есть. Вот это ваша сейчас вот такая вот жизненная задача. Просто делать свое дело и отдаться потоку, и все. Вот такая первая позиция. Позиция номер 2. И наши вот такие вот влюбленные черно-белые. Давайте посмотрим, в какой карте вы находитесь, почему вы, значит, к этому раскладу обратились, что за проблемка у вас. Вот, в какой карте вы, да, находитесь именно разумом. И потом посмотрим вашу душу и какая карта их объединяет, разум и душу. То есть совет, да, последняя карта у нас. Смотрите, вы у нас двойка земли. По сути, ваша проблема, вот, которая вообще здесь на повестке дня, почему вы запутались в жизни, и вот вы спросили, куда вам дальше, да? На самом деле в том, что вы пренебрегаете собой и окружающими. Когда человек работает, что-то делает, он должен учитывать интересы как себя, так и окружающих людей. То есть, если у вас есть семья, у вас есть семейные обязанности. Если у вас при этом есть работа, у вас есть рабочие обязанности. И это нужно уметь сочетать и балансировать. Нельзя пренебрегать кем бы то ни было и чем бы то ни было из этого, верно же? Так же, как и своим здоровьем, например. Поэтому вот самое главное, что несет эта карта, это то, что вы, получается, пренебрегли либо собой, либо окружающими, либо всем вместе. И в соответствии с этим вы испытываете стресс, тревогу и усталость, соответственно, да? Но это следовало ожидать. То есть, когда вы не смогли совместить одно с другим в жизни, когда вы не смогли балансировать. По сути, карта сразу призывает вас к чему? К тому, чтобы научиться балансировать и сочетать. Для этого нужно уметь распределять время, для этого нужно уметь объединять разум и душу, правильно же? И постараться сделать все для того, чтобы было здоровое восприятие действительности. Как сделать так, чтобы было здоровое восприятие действительности? Нужно верить в себя. Вообще, вот когда ты веришь в себя, это самый настоящий ключ к тому, чтобы поддерживать равновесие в своем мирке, да, маленьком мире в своем. Там, в семейном мире, в рабочем в своем мире. И, соответственно, вам нужны реальные цели и реальные ожидания от этой жизни. Потому что, возможно, вы все это время ставили нереальные цели и не готовы были к компромиссу. Если вы занимались слишком много работой, а на семью вам было чуть-чуть уже даже наплевать, вы, там, не знаю, дети не кормлены, сопли по колено, ну или еще что-то, да, там бардак дома, то, соответственно, значит, вы ставили нереальные цели для себя. Вам нужно сменить приоритеты, сменить цели в любом случае, потому что иначе будет полный дисбаланс. То же самое с работой. Если вы все время тратили или все свое внимание направляли в семью или в какие-то дела, но о работе совершенно не заботились, не думали, все, что мы направляем внимание, растет, все, на что мы не направляем внимание, чахнет, да? У вас, значит, этот рабочий момент, скорее всего, оброс долгами, проблемами и зачах. Вот. Вы могли потерять работу, вы могли потерять желание увлекаться чем-то или не развивать свои таланты, да? То есть, ну, у кого какая на самом деле ситуация, а суть-то та же самая, что вы просто не нашли баланс. Давайте посмотрим душу и какая карта это все объединит. Ну, ваша душа – это мужское, женское начало, видите? Это у нас 11-й аркан огня. То есть вот этот мужское-женское показывает, что ваша душа очень хочет, чтобы вы балансировали энергии мужского и женского. Что такое мужская энергия? Это напористость, целеустремленность, агрессия, нетерпимость, яркость, напор такой, да, вот прям, как сказать, достижение. Хочет человек достигать цели, он идет к достижению цели, несмотря ни на что. Вижу цель, не вижу препятствий, да.
Что такое женское начало? Это пассивность, отсутствие лидерских качеств, умение договариваться, дипломатия, сотрудничество, равновесие и уступчивость. Вот в каждом человеке должно быть это все в гармонии. Я не говорю, что этого должно быть ровно поровну, да, потому что, ну, к какому бы полу вы не принадлежали, есть у вас мужская и женская энергия, но не обязательно поровну 50/50, а именно согласно ситуации. То есть, если вы видите, что вы человек, который слишком на всех напирает до такой степени, что люди от вас сразу же бегут, улетают, ускакивают и говорят фу-фу-фу, да, значит, вам нужно что? Женской энергии добавить и быть более покладистым, приятным, нежным, заботливым человеком. Если вы, наоборот, слишком пассивны, постоянно всем уступаете, уже становитесь чуть ли не как тряпочка такая половая, люди о вас вытирают ноги, пользуются вами, вам не хватает мужской энергии. Вы должны больше проявлять себя, больше напирать, отстаивать свою позицию и обладать тем качеством, чтобы, ну, лидерскими качествами, чтобы достигать своих целей, чтобы идти напролом, несмотря ни на что. Все зависит от вашей ситуации. Ваша душа очень хочет баланса мужского и женского. Так, ну и объединяющая карта у нас – это туз огня. По сути, эта карта, конечно, больше относится к мужской энергии. Она показывает, что вам нужна сейчас напористость, яркость, индивидуальность. Из старого нужно сделать что-то новое. Нужны новые идеи вообще, в принципе, и причем действия от вас. То есть вы должны сейчас действовать. От вас жизнь требует ярких действий, активных действий. Вы должны постоянно шевелиться, воплощать свои идеи в жизнь, проталкивать свои идеи, свои проекты. Конечно же, вы должны воспользоваться теми возможностями, что вам предлагают. Ну, допустим, может, вам предложили какую-то должность, сразу же соглашаетесь, да? Или вам предложили, может быть, куда-то поехать. Вот никогда не отказывайтесь от тех возможностей, которые у вас есть, и которые вам предложили. Вам не надо сейчас быть в традиции, то есть по старому сценарию не действуйте, а что-то новое, креативное, необычное нужно. И, конечно же, та неопределенность, которая сейчас перед вами встала, то есть в жизни вы не можете знать, чего ожидать, это очень сильно вас, по сути, вдохновляет. И как руководство к действию. По сути, сейчас нужно просто мечтать, строить планы и что-то делать. Вот ваша изобретательность на 100% здесь нужна. Ну, вот такая у нас вторая позиция. А мы идем дальше. Позиция номер 3. Наши влюбленные. И в каком сейчас аркане вы живете, в каком аркане находится ваш разум, да? Давайте смотреть. А это у нас туз земли. Ну, туз земли говорит о том, что вы очень уж сосредоточились на материальных вещах на сегодняшний день. И, по сути, готовы заниматься тем, что вам не по душе. Бывает такое, что человек в приоритет ставит возможность разбогатеть. Хочет денег, несмотря ни на что и ни на кого. Готов пренебрегать своим счастьем, счастьем окружающих, только ради денег. Деньги поставил на первое место, материальное у него на первом месте. Он рвет и мечет, он очень хочет быть богатым, зарабатывать. Он хочет, несмотря ни на что, рваться к этим деньгам. И сделает ли вас счастливым вот профессия, по которой вы пойдете зарабатывать эти деньги? Вот в чем вопрос. Стоит ли вам, может быть, пойти и сделать себя счастливым человеком на любимой работе, но не обязательно для этого нужно это желание много-много зарабатывать, решать проблемы финансовые свои и окружающих. Насколько у вас вообще есть желание быть счастливым, или именно только деньги вас волнуют? Вот карта сразу же задает вам этот вопрос.
ваш разум очень хочет только денег. И вы настолько в это погрузились, что любые неполучения денег, любые, там, не знаю, проколы в этом плане вас сильно расстраивают. Как же так? Все гребут бабло лопатой, а я не гребу, да? И вас это начинает раздражать, вы переживать начинаете, как же мне быть дальше. Я готов, там, не знаю, хоть мешки с навозом кидать по ночам, но я хочу этих денег. Я хочу, если мешки с навозом принесут мне денег, я буду кидать. Хотя я по профессии архитектор, да? Ну вот насколько вам это принесет счастье, вот в чем вопрос. Но деньги для вас сейчас первостепенная задача, поэтому вы в жизни что? Запутались. Вы вот так делаете, а деньги не сыплются и не сыплются. Вы еще раз так делаете, а деньги не сыплются. Вы можете сказать: ой, я на 3 работах сейчас работаю, а деньги на меня из ведра сверху не сыплются. Как же так? Я запутался, поэтому решил погадать. Да? Что же мне делать? Я так хочу материальных благ. Так, ну давайте посмотрим, а что душа ваша хочет. Про вас мы поняли, вы только хотите денег. Много денег, чтобы решить проблемы ваших любимых людей, окружающих и себя. Отдать долги и избавить всех от страданий, да? А что хочет душа? Так, а мы здесь видим 5 Земли. Так. И объединяющая карта у нас это 7. Ну, в принципе, с 7 огня мы позже разберемся. Давайте с 5 Земли сначала разбираться с вашей душой. Ваша душа в шоке находится. Вот над настоящим. Тут у нас черт с рогами карты тасует. А сзади бедная душа мучается, тяготится и плачет. Вы, скорее всего, настолько хотите денег, что вы вашу душу вообще не слышите, а вы готовы чем-то очень сильно рискнуть. Вы рассматриваете легкие варианты добычи денег, а душа уже говорит, кричит прям: остановись, я чувствую подвох. Вы просто играете с собой, играете с судьбой и с окружающим. Насколько говорит сейчас ваша душа? Она говорит нам именно это. Она говорит: я чую недоброе, сейчас тебя подставят. Неси ответственность за себя, за других. Не рискуй, не лезь туда. Остановись, стоп. Тебя какие-то мошенники окружили. Вот что говорит ваша душа. Она говорит, что вы попали в лапы мошенников, что вокруг обман. И что в вас сейчас дьявол сидит самый настоящий, который говорит: еще немножко, и ты ведь у нас разбогатеешь. Вот давай поднажми чуть-чуть. Там кого-то подбивают наркотиками торговать, кого-то украсть что-нибудь, да? А кто что? Вот где у нас легкие деньги? А заплатить этим брокерам, чтобы они сыграли на торгах, трейдерам или как они там. Кто-то пойду ставки сделаю, кто-то пойду в казино, да? У нас кто что, какие легкие деньги. Лотерейный билет я куплю сейчас. Я куплю их 10, я куплю их 20, я куплю их 50. Но я так хочу денег, хочу решить проблемы вот всех одним разом своих любимых людей, да? И я так хочу этих денег, так хочу, что вот прям трава не растет, а душа уже давно плачет, а вами владеет кто? Сатана самый настоящий. Он говорит: давай, еще чуть-чуть, и ты выиграешь, и у тебя все получится, вкладывай. Ну и что? Что у нас, что нужно делать-то по 7 огня? Как действовать-то? Ну, в первую очередь, эта вот карта, она показывает гадание. Мы здесь видим ведьму со змеей, чашу с лотосом. Мы здесь видим котов. И она показывает вот ясновидение, яснознание, гадание. И, соответственно, вам нужно прислушаться к своей интуиции, к вашей душе на сегодняшний-то день. Обратить внимание на знаки и понять, вот что были какие-то уже необъяснимые совпадения, которые показывали, что вы обманетесь, что вы прогорите, а вы им не верили, да? И вам нужно обратиться к вашей интуиции, к вашей душе и понять, что легких денег в этом мире не бывает.
Ну, не бывает и все тут. Ну, нет халявы, успокойтесь уже. Поэтому доверьтесь просто своей интуиции. Она у вас очень хорошая, у вас душа плачет, значит, она чувствует. Просто заглядывайте вглубь своей души. И вам нужно понять еще как, что вы должны признать существование своей души. Вот. Также что нужно делать? Обращаться к третьим лицам и говорить, что, мол, вот, у меня есть такая-то идея. Как ты думаешь, она получится? Я выиграю в казино или в лотерею? И третьи лица скажут, здравый смысл включая. Да никто ни разу еще не выиграл, да мы тоже самое пробовали. Хватит, успокойся, остановись, стоп. Иди домой, иди работай, иди делай что-нибудь полезное. Постепенно ты заработаешь, а не одним махом. Ну, такая у нас третья позиция. А мы идем дальше. Позиция номер 4. И наша семейка Адамс. Ну, давайте посмотрим, в какой карте ваш ум сейчас находится. Семерка воздуха. Ну, тут у нас типа монах с книгой, да? У него глаза какие-то слепые, а во лбу третий глаз. Есть нож, как висящий амулет. Есть четки. И есть крылья за спиной, да? Ну, такой интересный монах. Ну, что скажет вам эта карта? Смотрите. Вот есть такой момент в жизни, да? Что каждый из нас во что-то верит. Вот вы сейчас живете в карте монаха этого. Вы во что-то верите, вот своим разумом. Кто-то верит в то, что Бог есть. Кто-то верит в то, что Бога нет. Это вера. Вера одного направления, вера другого направления. Кто-то верит в то, что Бог – это пророк Мухаммед. Кто-то верит в то, что Бог – это Иисус. Кто во что верит, правильно же? Но верить можно по-разному в жизни. Потому что, ну вот есть, ты веришь, и все, вот тебе так легче жить. Ты понимаешь, что вот если с тобой высшая сила какая-то или ее отсутствие, то ты очень спокойно себя чувствуешь, уверенно. Но вы-то в жизни запутались. А это значит, что вы кого-то в чем-то попытались убедить. Вот в то, что вы верите. Верите свято. Вот, допустим, вы, я надеюсь, дослушали до этого момента и не выключили, потому что вот я с верой тут не связан, да? Смотрите, вот, допустим, женщина. Она встретила мужчину какого-то, полюбила. Он ей очень понравился, он ей во всем подходит. Но он оказался женат. Вот давайте представим эту ситуацию, да? Они начали шуры-муры водить. Она ему говорит, разводись. Он говорит, нет, я что-то пока не могу, я думаю. Она, ага, так, раз он любит меня и спит со мной, значит, жену свою он не любит. Раз он жену свою не любит, то зачем же он с ней тогда живет? Может быть, ради детей, я не спорю. А вот у них нет детей. Может, она держит его деньгами? А у них денег нет. А может быть, она его приворожила? Ну, в любом случае, чтобы вы не подумали, он несчастный человек. И что следующая мысль? Я хочу его сделать счастливым. Я хочу его спасти. И вы начинаете верить. Вот как бы, вот есть у человека религия, да, а есть вот такая вера. Я верю, что этот человек без меня становится несчастным с какой-то чужой ему женщиной, которая его к себе привязала. Надо отвязывать. Хорошо. Надо отвязывать, и начинаем мы магическую войну, чистки, драки, там, не знаю, гадалки, ясновидящие. Ах, еще не дочистили, еще будем чистить. Мы воюем уже 10 лет. И тут хлоп, у человека осознание, что-то я запуталась. Убеждала, переделывала.
вот это называется агрессивная форма обращения в свою веру. Агрессивная форма. Есть приятная такая форма, нежная, когда ты поверил во что-то. Ну вот, например, что я вот люблю очень верить, что у меня стоит портрет Саи-Бабы. И я всегда знаю, что вот он для меня, он представитель Бога на земле был. Вот так, представитель. Как бы Бог послал кого-то в теле физическом, чтобы себя представлять. Как бы аватар Всевышнего, да? Я в это верю, и я ему молюсь, и мне так хорошо, на душе приятно. Я знаю, что у меня есть моя поддержка. Но разве я кого-то хоть раз попыталась агрессивно убедить в то, что Саи-Баба – это Бог? Или то, что он аватар Всевышнего? Развязала ли я с кем-то войну по поводу этого? Говорю ли я это в каждом видео на канале, что только он является единым Богом на земле и больше никто, а ваш Иисус – это никто? Или еще что-нибудь? Хотя в Иисуса я тоже верю, считаю, что он тоже Бог и представитель Бога на земле, да? И все религии для меня поддерживаемы. Но если бы я попыталась с кем-то воевать, сделала бы я жизнь этих людей лучше или хуже? Вот в чем вопрос. Наверное, все-таки это агрессивная форма, да? Если бы я попыталась всех убедить здесь на каждом из своих каналов в своей вере, это было бы навязывание, верно? Своей какой-то точки зрения. А ведь я не могу зайти в тело каждого из вас и понять, что для вас лучше или хуже. Я могу только знать для себя. И точно так же вы в чем-то убедились, понимаете? Поверили. Это не значит, что это правда. И поэтому вы сейчас в жизни запутались. Вы кого-то или что-то хотите переделать, осчастливить, потому что вам так лучше. Если бы так делал каждый из окружающих с вами, вы бы уже чокнулись. Вы бы были в постоянной драке с кем бы то ни было, отвоевывая свое мнение по любому вопросу. Вот сейчас тот человек, которого вы пытаетесь в жизни в чем-то переубедить, или те окружающие, как раз-таки дерутся с вами за свое. Поэтому вы запутались. Давайте посмотрим, а чего же ваша душа хочет. И неправильно взяла колоду. И объединяющая карта. Сразу хочу ее тоже достать. Потому что тут все ипостаси, вот посмотрите. Ваша душа, она хочет объединить все ипостаси. Мы же это точно видим. Ну вот совершенно точно здесь. По сути, карта вашей души – это карта желаний. Она показывает, что каждый из нас имеет мечты, имеет какие-то желания, нужды. И ваша душа, она знает, что вы желаете. Она знает, что вы желаете по-настоящему. Не то, что вы себе придумали как желание, а именно то, что вы желаете по-настоящему, что желает ваше высшее Я. Она желает. И вот самое главное вот в этой карте не возжелать чего-то за чужой счет, ну, за счет других, понимаете? А возжелать чего-то, что от других совершенно никаким образом не зависит в том плане, чтобы они пожертвовали, а вам это досталось. И логически мой рассказ про женщину, которая хотела чужого мужа, может быть, здесь для многих проиграется. Почему? Потому что это как раз-таки карта, говорящая, у тебя есть истинные желания, а не желание чего-то за чужой счет. Вот эта карта об этом говорит. Здесь есть все ипостаси. Здесь есть все животные, здесь есть всевидящее око, здесь есть сам по себе человек, здесь есть лотос, символ духовности, да? И мы понимаем, что в душе нет разделения между всей сутью каждого существа. Нет разделения, кто что должен желать. По сути, все желают одного и того же, Бога. Ну, быть с единым абсолютом. Это самое высшее желание вашей души. И кроме как быть со всем этим абсолютом, единым целым, она вообще, в принципе, вот изначально, это и самое главное желание. Она ничего желать не может. Но у нее есть еще второстепенные желания, которые приведут
вас именно к этому, к абсолюту, да. То есть есть, ну, самое главное желание, и есть второстепенные, которые приведут к нему, да. И мы понимаем, что самое главное, вот о чем она желает, чтобы вас привести к этому абсолюту, чтобы вы слились со Вселенной душой, это чтобы ни в коем случае не вожделеть за чужой счет. То есть вожделеть только чего-то своего. Потому что желание – это корень всех страданий. Если бы вы ничего не желали, разве вы бы страдали? Нет. Потому что, ну, представьте, что вы очень сильно хотите пить. Это ваше желание. Вы хотите вот сейчас, вот жарко, да, вы очень хотите пить. И, ну, по сути, получается так, что этот стакан воды, эта вода для вас вызывает, ну, некоторое страдание в голове. Правильно же? То есть, если вы хотите пить и мечтаете о воде, вы страдаете от жажды, правда же? Это страдание. И любое желание – это страдание. Поэтому, ну, когда вы пьете, вы испытываете невероятную радость, что это страдание, оно закончилось, верно же? Но, допустим, если бы вы отобрали эту воду у окружающих, получается, вы бы обрадовались, а они бы остались без воды. Понимаете? И логически вы бы получили радость от удовлетворенности желания, вы перестали бы страдать, но за чужой счет. И вот этого ваша душа больше всего и хочет, чтобы вы напились воды из источника, но эта вода была бы ни у кого не отобрана, а просто вода. Просто сама по себе текущая вода, которая никого не касалась. Вот. Вам нужно составить, по сути, карту ваших желаний, да, чтобы, ну, наконец понять, чего вы на самом деле в жизни хотите, и не привязывать это к чьей-либо личности. То есть вы можете желать, но так, чтобы это никого не задевало, ни у кого не отбирало то, что он хочет. Ну и вот эта карта объединяющая, это карта восприятия у нас, восприятие. Она, по сути, показывает, что вы в жизни можете занимать высокие позиции, но просто добиваясь чего-то самостоятельно. Ну, никогда не вовлекая в это других людей. Но нет, они вам могут помогать. Я имею в виду, что не за счет других людей. Конечно же, карта восприятия показывает, что, по сути, никогда человек не может посмотреть на мир глазами другого. Почему тут на ней вот такая маска надета? Не просто так у нее черные крылья. Она и говорит о том, что, ну вот, вы видите человека, да, и что-то о нем знаете. Вы смотрите через очки на него, потому что вы вот создаете логическую цепочку из известных вам о человеке фактов. Вы можете ставить себя на его место, не ставить, но вы создали цепочку из известных о нем фактов. Это как притча о 6 слепцах и слоне, да? Когда они его окружили, кто-то трогал хвост, кто-то трогал бок, ногу, хобот, там еще что-то. И каждый рассказывал о слоне свое. Но были слепы. Они же не видели весь всего слона. Так рассказывали, слон – это как большая стена, это кто бок щупал. Слон – это как змея, да? Там слон, он оказывается, там, допустим, ну вот такой-то, такой, как дерево такой прочный, ноги щупали. И пришел человек, который видит, и они ему рассказывают, там, 6, какой слон. Он говорит, вы каждый вот ошибаетесь, вы с одной стороны правы, а с другой каждый вы не правы, ошибаетесь. А почему вы ошибаетесь? Потому что вы пощупали слона только с одной стороны. Вот давайте обходить слона по кругу. И вот они ходили по кругу, и каждый уже щупал то, что щупал другой у слона. Потом они познали слона целиком и поняли, какой он. Ах, вот какой слон. А мы спорили, да, каждый рассказывал свое об этом слоне. И также точно, сколько бы вы ни имели представления о другом человеке,
сколько бы вы о нем логических цепочек не заключили, полного представления о слоне вы не будете иметь, потому что вы слепы и слепым останетесь. Человек не расскажет вам все свое сокровенное, и значит, полного представления вы о нем не узнаете. И поэтому карта восприятия и выпала. Потому что она объединяет первую карту, это то, во что вы верите. Вторую карту, это что ваша душа желает никогда не обогащаться и не получать желаемое за чужой счет. И значит, вам нужно уметь воспринимать. То есть понимать, что вы сейчас пощупали только хобот слона. И значит, он для вас на кого похож? На змею. А разве слон похож на змею? Нет. И вот это ваше действие, то есть разобраться. Разобраться, что ваше мнение может меняться, ваше восприятие может меняться. И также всегда понимать, что истина, она где-то рядом, но ее никогда полностью вы не постигнете о другом человеке. Поэтому никогда не судите о людях строго и никогда не увеличивайте их какие-то достоинства в своих глазах и недостатки. Вот такая 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал и лайв, а также подписывайтесь на основной канал Школа Таро Альвиен и подписывайтесь на канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч.